Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто думает о вас дни и ночи напролет? Кто этот человек? Если он вообще? Что думает? Почему с вами не общается, либо не говорит о своих чувствах, о своих эмоциях? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, кто думает обо мне дни и ночи напролет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, полезную и нужную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть дадут нам знать то, что от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так, да, есть такой человечек. Девчонки, даже имя скажу. Тут либо Л, либо А. Либо Л, либо А. Точнее не скажу. Может быть у кого-то Л, а у кого-то А. В общем, этот человек думает о вас. Ну, думать тут неправильное слово. Не думает, живет вами. Вот так вот правильно. Он вами просто живет. Почему живет вами? Да потому что вы, вот чаша любви, вы его наполняете. Вы его радость, вы его счастье. Вы тот человек, который, скажем так, является его путеводной звездой. Ради вас он живет, в надежде живет, а вы ему даете эту надежду. Вот он, может, к вам сейчас не подходит, не приближается, не говорит о своих чувствах, но, девочки, он знает, что надо жить, что нужно там просыпаться по утрам, кушать, там, за собой ухаживать, потому что рано или поздно он все равно к вам придет со своими чувствами, придет со своими эмоциями. Здесь нет четкого указания, кто это человек, но вы этого человека точно знаете, 100% вы сейчас знаете, о ком я говорю. Сейчас от этого человека нет активного проявления. Может быть, это ваш муж, да, может быть и муж, но он сидит там где-то в своей комнате и молчит, уткнулся там в телефон, либо там в телевизор, да, и молчит. Он не говорит о своих чувствах и эмоциях. У него сейчас какой-то, как бы вам сказать, переходный период, либо какая-то очень жесткая трансформация его накрыла. Человек пытается найти себя в этой жизни. Вот ему хочется быть значимым, знаковым, чего-то достичь, что-то получить, как-то вот о себе заявить. Ему хочется, прежде чем дойти до вас со своими чувствами, со своими эмоциями, занять какую-то важную позицию в жизни, либо быть просто не пустым местом. Понимаете, вот это порыв, вот это позыв. У кого-то человек может быть сейчас весь в проблемах, да, проблем очень много, и как-то прям, знаете, как лавина, да, на него проблем обрушилась, и он там внутри этой лавины сидит, в этом снегу, пытается выбраться, да, выкопать сам себя пытается. Поэтому, знаете, он любит вас, он живет вами. Ну а как он придет? Скажет: знаешь, у меня так много проблем, я никто, и звать меня никак, и вот он, мой паровозик, да, целый, да, еще тележка с проблемами. Ну, он слишком любит вас, он слишком вас уважает, чтобы на вас еще навешивать свои какие-то проблемы. Понимаете, тут еще у человека насчет вас есть какие-то заблуждения. То есть он вас просто на пьедестал поставил и вами любуется. В вашем присутствии он просто даже, я не знаю, там дышать боится. То есть я могу осквернить ее своим дыханием. Нет мне прощения, нельзя так поступать. Знаете, вот такое отношение. Если это человек вам мало знакомый, либо не было там прям плотного такого контакта, он слишком много себе у вас намечтал, либо надумал. То есть он вам приписал те качества и свойства, которыми вы по факту не обладаете. То есть вы обычная земная женщина, добрая, ласковая, открытая. Вы
вы принимаете людей такими, как они есть. Вы не ищете там какого-то супер там идеала, и сама вы не супер идеальная. Ну, я имею в виду там не перфекционистка. Вы обычная женщина, земная. Понимаете? А он там себе напредставлял, что вы там королевских кровей, что там мама ваша, там, не знаю, там Афродита, Венера, что папа ваш это там, не знаю, там природа, космос, солнце. Ну, такого намечтал себе, такого там себе напридумывал. Прям, знаете, и крылышки там вам там добавил, там, и росой вас там умыл, и там блесточками посыпал. Ну, такое. Мужчина влюбленный, все они, да, грешат вот этим. Когда вы входите в его поле, либо, например, будет разговор, либо, ну вот как накануне разговора, он прям сам не свой. Он места себе найти не может. Настолько вот его трясет, да, настолько вот он теряется в вашем присутствии, что у человека прям ножки подкашиваются, понимаете? Девчонки, вот у кого-то даже может отыграться ситуация, что вот вы могли быть вместе с этим человеком, могли, но в то время вот не торкало его, понимаете? То есть закрыт он был, да, от чувств, от эмоций. Прошло время, он сам себе там что-то там додумал, отпустил там чего-то там, что его блокировало, и понял: люблю, не могу без нее. Вот потерял, да, и даже, например, зная вас, он все равно там на вас пуха еще больше там накидал, да, для себя в своих глазах. И теперь он на вас чуть ли как не на икону молится. Понимаете, вот такая ситуация. Конечно, немножечко больничкой попахивает, но это романтик, да, это мужчина-романтик. Кстати, не удивлюсь, если этот романтик пишет стихи, либо сочиняет какие-то песни. Может быть, даже там пытается сидеть, там, рисует ваш портрет. У него на почве чувства, эмоций к вам какой-то талант раскрывается. Какие-то, может, способности у него открываются. Этот человек вас чувствует. Вот когда вам плохо, когда у вас неприятности, когда у вас что-то может быть боль, он прям вас чувствует, прям такая сильнейшая эмпатия идет. Вот это тоже на почве. Он сейчас, кстати, в аскезе находится. Вот этот мужчина, про которого я говорю, он в аскезе. У него сейчас в жизни, ну, как, знаете, перекрыты дорожки. Либо он очень уединенно живет, либо он сам ограничился от мира, от общения. То есть он сейчас такой, знаете, отшельник, который пытается найти себя, найти свое место в жизни и, конечно же, пытается ради любимой, да, женщины, да, вот кем-то стать, кем-то важным, вот таким, чтобы она пришла, он пришел, вернее, а вы обалдели, сказали: Боже, Господи, да я тебя ждала всю жизнь. Конечно же, я согласна там и на любовь, и на брак, и на все, что хочешь. Вот такое у него в голове. Ну, поиски. Ну, все мы иногда сходим с ума, но что тут? Человека нельзя за это осуждать. Главное, что идея хорошая, позыв хороший, и мысли у него в голове тоже хорошие. Сейчас время именно молчанок, недосказанности, каких-то скрытых моментов. А у кого-то, девчонки, отыграется, что у вас прям пропасть между вами, да? Пропасть, вот расстояние, которое невозможно преодолеть. Может быть, вы дама замужняя, может быть, ну, как нету доступа к вам, да, может быть, физически между вами большая дистанция, что человек не может приблизиться. И вот он там сидит сам с собой, мечтает, страдает, любит вас, да. Кстати, общается с вами постоянно, регулярно он с вами общается. И у кого-то из девочек, вот прям особо чувствительных, вам этот человек снился. Вот прям совсем недавно, накануне вам этот человек снился. И вот прям ярко приснился. Вы еще потом думали: а с чего это он мне приснился? Что происходит? Почему именно он? И такой сон какой-то вот прям был необычный, может быть, непонятный, но очень яркий. То есть вот именно какой-то конкретный человек. Так, девочки, еще из важного, которое я просто обязана вам сказать. Я вижу, что у вас с этим человеком, не скажу, правда, когда, но у вас с этим человеком будет общая дорожка. Общая дорожка говорит как о семье и браке, то есть о отрезке жизни, который вы пройдете вместе, и также может указывать на то, что вы пойдете с ним на свидание. То есть здесь точнее я не скажу, потому что здесь все-таки информация, видите, она тут немножечко заблокирована. Заблокирована, потому что человек проходит метаморфозы, проходит трансформацию, ну и обычно таких людей немножечко так
оберегают, да, чтобы никто там нигде не навредил. Потому что в этот момент метаморфозов и трансформации человек наиболее уязвим. Уязвим для энергетики своей собственной, вернее, его энергетика очень сильно уязвима. И высшие силы прикрывают, да, чтобы ничего дурного с ним не случилось и не произошло. Так. Девочки, ждите, ждите, человек все равно не выдержит, все равно он к вам проявится. Вы его однозначно знаете, этого человека. Многие уже из вас догадались, о ком я говорю. Здесь осталось совсем ничего подождать. Человек хороший. Да, немножечко загнался, но хороший. Вот поверьте, он сейчас немножечко прокачается, выйдет на новый уровень развития, и поверьте, он вас еще удивит. Удивит тем, насколько он глубокий, насколько он настоящий. Вот это будет для вас прям подарком, сюрпризом будет. Так, девчонки, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.